Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим с вами склонение имен существительных. В русском языке есть 3 склонения. Склонение имен существительных. Сейчас мы с вами рассмотрим, какие же существительные относятся к первому склонению. К первому склонению относятся существительные женского рода с окончанием «а», «я» и несколько существительных мужского рода. Нам просто их нужно запомнить. Это папа, дядя, дедушка, юноша. Внимательно посмотрите на окончание. Я. Дядя байке переводится юноша юстырюм бала. Сейчас мы с вами рассмотрим существительные второго склонения. Узнаем, какие же это существительные. Это мужской род без окончаний. И средний род с окончанием «о-е». Мужской род. Какие слова? Стол. Нулевое окончание. Дом. Нулевое окончание. Средний род. Поле. Море. Они с мягкой основой, а вот тут уже слово ведро – твердая основа, потому что «о» у нас твердое. Какие же существительные у нас относятся к третьему склонению? К третьему склонению относятся все существительные женского рода с мягким знаком. Это какие слова? Дочь, мать, рожь, степь. Обратите внимание, что у этих существительных на конце мягкий знак. Их нельзя путать с существительными второго склонения мужского рода. Такие слова, как луч, нож, камыш. После шипящих у них не пишется мягкий знак. Нам просто нужно запомнить. А сейчас мы рассмотрим, как они изменяются по падежам, то есть склоняются. Сейчас мы с вами рассмотрим единственное число во всех склонениях. Первое склонение у нас возьмем слова мама, родительный падеж мамы, дательный падеж к маме, винительный падеж кого я вижу маму, окончание я выделяю, творительный падеж мамой,
окончание «ой» и предложный падеж. О ком я все время думаю? О маме. На что нужно нам обратить, что у существительных первого склонения дательный и предложный падеж. Дательный и предложный падеж имеют окончание «е». Давайте рассмотрим теперь существительный второго склонения. Второе склонение. Именительный падеж «дом», нулевое окончание. Родительный падеж «чего нет дома», окончание выделяю. Дательный падеж «к чему я подошла?» К дому. Обвинительный падеж «что я вижу?» Дом. Творительный падеж «чем я любуюсь?» Домом. Окончание «ом». И предложный падеж «о чем я думаю все время?» О доме. Здесь нам нужно выделить, именительный и винительный. Потому что, когда предмет неодушевленный, у существительных второго склонения именительный и винительный имеют нулевое окончание. Одинаковое окончание. Сейчас мы с вами рассмотрим, как же склоняются существительные третьего склонения. До этого мы сказали, что существительные третьего склонения – это в основном женский род с мягким знаком. Мышь. И возьмем слово «степь». В родительном падеже мыши, окончание «и». Дательный падеж тоже к мыши. И винительный мышь. Творительный мышью. Мягкий знак «ю». И предложный о мыши. Что нам здесь видно? Что родительный, дательный и предложный имеют окончание «и». Вот я выделяю. Возьмем слово «степь». Аналогично степи, степи, дательный падеж. Винительный, что я вижу, степь, как именительный. Творительный степью. И предложный о степи. Значит, родительный, дательный и предложный падеж имеют одинаковые окончания. Вот я вам пишу. Родительный, дательный и предложный падеж имеют окончание «и». Так склоняются существительные единственного числа. Сегодня мы с вами рассмотрели склонение имен существительных во всех родах. И мы с вами узнали, что изменение слова по падежам называется склонением. Посмотрите, ребята, значит, к первому склонению относятся существительные мужского рода с окончанием «а» и женского рода с окончанием «а». Ко второму склонению относятся существительные среднего рода «о», еще нужно дописать «е», и мужской род без окончаний.
Мужской род без окончания. К третьему склонению относятся все существительные женского рода с мягким знаком. Например, мышь, дочь, печь и так далее.